эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работают Юлия Великодная и Алексей Соколов. Здравствуйте. Гололед в Нерюнгри. Число аварий выросло в разы, в том числе и с участием общественного транспорта. Поиски людей в Анабарском районе продолжаются. Группой обнаружены следы бурана и 3 человек. Открытие зимников. Минтранс Якутии опубликовал предварительные даты ввода дорог после ледостава. Стоп-каток. ГИМС проводит рейды на водоемах Якутска в борьбе с теми, кто уже решил встать на коньки. В Алданском районе число пьющих подростков растет. Местные наркологи в раздумьях, как решить проблему. Комсомольцы из Якутии на юбилейной встрече в Москве в стране готовятся отметить столетие комсомола. Гололед стал причиной ряда дорожно-транспортных происшествий в Алдане и Нерюнгри. Так, в Алдане большегруз, не вписавшись в поворот, столкнулся с легковым автомобилем. В управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших нет. В Нерюнгри на выезде из города произошло сразу несколько ДТП, в том числе с участием рейсового автобуса. Здесь дорожные службы переведены на усиленный режим. Ведутся работы по приведению дорожного полотна в соответствующее состояние. На территории Неюнгринского района в связи с ухудшением погодных условий осложнена дорожная обстановка. Имеются факты дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. В связи с этим просьба водителей воздержаться от эксплуатации автомобилей в личных целях, уделить особое внимание состоянию резины, а также быть предельно внимательными, изменить характер вождения и манеру вождения. Сложную дорожную ситуацию прогнозируют и на трассе Колыма. Синоптики сообщают, что завтра, 24 октября, в Тампонском и Чурапчинском районах ожидается снег, местами сильный. В управлении дорог обращаются к водителям с призывом соблюдать осторожность и бдительность, выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий и состояния сцепления с проезжей частью. В Анабарском районе Якутии обнаружены следы бурана и 3 человек. Поиски пропавших между селами Соскалак и Юрюнг-Хая, среди которых известная певица Керечене Туприна, продолжаются. Как сообщили нашему телеканалу в службе спасения региона, в 90 километрах от села Юрюнг-Хая обнаружены следы снегохода и 3 человек. В поисковых мероприятиях участвуют 12 человек на 8 снегоходах. Они разбиты на 5 групп. Проведенная авиаразведка с вертолета Ми-8 не дала результатов. Однако вчера спасателями были обнаружены следы снегохода «Буран», предположительно того, на котором передвигались пропавшие. В среду утром также планируется вылет вертолета для поиска людей. Напомним, 2 мужчин и девушка выехали 18 октября из Соскалаха. Путь на Буране до родного села занимает примерно сутки, однако на следующий день их так и не дождались. Известны предварительные сроки открытия автозимников. Минтранс региона опубликовал график. Сроки и допустимые нагрузки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. А пока ситуация с нагрузкой до 3 тонн выглядит следующим образом. Переправа по маршруту Амга-Усть-Май откроется 1 декабря. Все автозимники по автодороге УМНАС 25 ноября, а по автодорогам Эдиген, Алдан и Сангар 15 ноября. Более подробную информацию вы найдете на официальном сайте Минтранса Республики. Тем временем в Якутске температура воздуха опустилась до 6 градусов. Озера столицы покрываются льдом. Некоторые якутяне сочли, что это отличный повод встать на коньки. Однако безопасно ли это делать сейчас, узнавал Александр Зубехин. На озере Щорс установлены вот такие сетчатые ограждения для безопасности людей. А также есть табличка красного цвета, на которой написано «Осторожно, тонкий лед». Людей, которые были бы готовы пройтись по этому льду, мы здесь не видим. Сейчас опасно кататься, мы с друзьями не катаемся сейчас, потому что может валиться лед. На Талом озере обстановка уже другая. Смельчаки, которые готовы кататься по тонкому льду, все же есть. Здесь на Талом озере установлена предупреждающая табличка. В некоторых местах лед трещит. Несмотря на это, вся поверхность льда в следах от коньков. И люди не боятся выходить покататься. Сейчас уже можно, наверное. Я вот только первый день пришел сегодня. Да? Ага. Ну, слышал то, что ребята катаются здесь.
Услышали, что люди здесь катаются на коньках, и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Якутии. Молодой человек, лед еще тонкий тут. Еще опасно на него выходить, тем более на коньках. Можно, то есть, провалиться. Выход людей на лед, прежде всего, разрешен в отведенных местах, где там произведены замеры льда. И там уже, соответственно, есть какие-то согласования. Вот кто-то каток открывает. Но это весной все происходит. В данное время никак нельзя на лед выходить, потому что он еще тонкий. Теперь вы будете кататься здесь? Через неделю, да, наверное. Или как? Или вообще нельзя? Нельзя кататься до тех пор, пока тут официально не откроют каток. Как люди узнают, что уже можно? В средствах массовой информации. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Село Допарай Алекминского района отдалено от районного центра. Занятость населения здесь проблемный вопрос, поэтому курсы кройки и шитья стали востребованы. Их стоимость 25 тысяч рублей оплачивает Центр занятости. Кто может обучиться, расскажет Елена Фаст. Елизавета живет в селе Допарай. Она многодетная мама, а сейчас еще и ученица. Учится шить, кроить, планировать будущее изделие. Очень рада возможности научиться делать это правильно, да и возможность зарабатывать в перспективе не лишняя. Нужны для детей, это опять же надо шить там на какие-нибудь праздники, там костюмы, вот все такое. Я до этого тоже шила, как сказать, нормально. А сейчас вот учусь, набираюсь опыта, в дальнейшем еще буду шить. Преподаватель курсов хорошо знакома с проблемой занятости. Умения и навыки пригодились ей в жизни, а сейчас с большим удовольствием передает это желающим. Это уже у меня вторая группа. Я считаю, что такие курсы нужны не только для занятости населения, просто для женщин тоже, желающих дома сами. Сейчас в наше время каждая женщина должна уметь сама. И навыки шитья, хотя бы навыки шитья должна уметь сама. Но у меня на курсах девочки не только шьют, но они уже приобретают навыки кроя. Центр занятости, организовавший обучение, решил несколько задач. Самозанятость в селе и подготовка к ЦИАХу Аланхо. Ведь к 2020 году появится большое количество заказов. Эта работа у нас запланирована уже до 2020 года, поэтому будем каждый год именно делать акцент на именно обучение по национальным видам, именно которые в будущем открывали свое дело. Уютный и оснащенный кабинет для курсантов выделила школа, кстати, сохранившая добрые традиции уроков трудового обучения. Теперь же не только школьники, но и их мамы могут восполнить пробелы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». В Алданском районе число пьющих подростков растет. Местные наркологи в раздумьях, как решить проблему. Комсомольцы из Якутии на юбилейные встречи в Москве. В стране готовятся отметить 100-летие комсомола. А в высшей школе музыки четверть века. С какими заслугами встречает праздник кузница музыкальных кадров Якутии в нашем репортаже. Полицейский из Нерюнгри прошел во второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В эфире «Якутия-24» мы продолжаем выпуск. В России готовятся к знаменательной дате – 100-летний юбилей комсомольской организации. В эти дни проходят торжественные мероприятия. Так, в Москве собрались якутяне, которые в советское время принимали участие в больших комсомольских стройках. А тех, для кого комсомол стал частью жизни. Материал Татьяны Черемкиной. Комсомол – это целая эпоха в жизни нашего государства. Это эпоха, которую все мы помним и ценим. Сегодня на площади Революции Москвы собрались для того, чтобы отметить 100-летний юбилей все те, кого объединил комсомол. Это ветераны Якутской областной комсомольской организации, первые секретари обкома комсомола.
Отважные строители грандиозных строек БАМа и АЯМа, а также активная молодежь. Торжественное мероприятие началось с традиционного возложения венка и цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Затем делегация посетила мавзолей. История комсомола – это живой документ. Каждое из поколений внесло свою неповторимость. Для одного поколения это была революция, для других – Великая Отечественная война, юность третьих выпала на годы великих строек. Всех собравшихся объединили годы активной работы в комсомоле. По доброй традиции все важные события начинаются с обряда – алгыса благословения. Официальная часть началась с вноса знамени Якутской областной комсомольской организации. Перед ветеранами комсомола выступили первые секретари Якутского обкома комсомола – Алексей Тамтосов, Александр Акимов, Андрей Федотов. Позвольте поздравить всех с самым замечательным, красивым праздником нашей юности, молодости, столетием Ленинского комсомола. Состоялось вручение наград Международного оргкомитета за заслуги перед комсомолом. Якутян поздравил Герой России, дважды Герой Советского Союза Артур Челенгаров. Одним из самых ярких событий в год столетия в ЛКСМ стал запуск агитпоезда от Тынды до Якутии. На сцену поднялись участники этого события. Комсомол – это прежде всего молодость. Это искренность, это вера, это надежда, это любовь не без того. Мы искренне работали, искренне верили в наше будущее, отдали все, что можно было. Строили, работали. Все тот задел, который мы создавали, мы до сих пор, я так понимаю, живем наша страна этим заделом. Символично была передана эстафета молодому поколению активной молодежи с пожеланиями с честью продолжать традиции. Лучшее из прошлого надо брать в настоящее и будущее, отметили ветераны. Это были действительно лучшие годы, когда мы все жили, вся страна жила одним. Конечно же, это самое. И я приехал на работу в Якутию. Меня комсомол там принял. Сегодня я вот смотрю на этих всех друзей, вспоминается все. А это же были такие годы. Я понимаю, что это грусть. Хорошо, что есть возможность к столетию хотя бы поговорить об этих делах. Говорят, бывших комсомольцев не бывает. Многие из них и сейчас в строю, хотя у каждого из них многие десятилетия напряженной работы. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. Свой праздник сегодня отмечает и Высшая школа музыки Якутии. Уже 25 лет учреждение заботится об образовании музыкально одаренных детей. Сюжет Кристины Якуповой. Детская музыкальная школа, музыкальное училище и консерватория. Все это один проект, который был создан в 1993 году по инициативе первого президента Михаила Николаева. Высшая школа музыки – это необычное по замыслу и воплощению образовательное учреждение, где воспитываются музыканты высшего уровня. Уже 25 лет, как в Якутии стартовал уникальный проект «Высшая школа музыки». Это по-настоящему успешный эксперимент, получивший всеобщее признание не только в Якутии, но и во всей стране. Самое главное, что сделала наша школа за 25 лет, это то, что она в определенной мере продвинула развитие республики вперед, потому что вот в той музыкальной, в той культурной среде, которую создала школа, выросло уже новое поколение якутян. 278 учащихся и студентов обучаются в школе на сегодняшний день. Подготовка музыкально одаренных детей проводится по 3 уровням – начальная, средняя и высшая. Показателем успешности школы являются победы воспитанников на различных конкурсах. За 25 лет многие воспитанники более 800 раз становились лауреатами и дипломатами конкурсов международного, всероссийского и регионального уровня. Фрося Ефимова поступила сюда в 5 лет. Прошла полный курс обучения от начальной школы до консерватории. Сегодня она гордость школы. Совсем недавно Фрося стала лауреатом престижного международного конкурса скрипачей «Ауэр. Наследие». Конечно, были эмоции такие, вообще меня захлестывала буря чувств, так сказать. Ну, я до конца не верю вообще. Пока еще даже не осознаю весь этот масштаб этого конкурса, и это дорогого стоит. А виолончелист Айлан Савинов прошел отбор на телевизионный конкурс «Синяя птица». Музыка, она
является частью моей жизни, безусловно. Бывают очень хорошие моменты, когда тебе хорошо с музыкой, бывают очень довольно плохие, но все равно музыка — это часть тебя, и ты живешь просто ею. Также духовой оркестр школы летом этого года стал лауреатом Всероссийского фестиваля конкурса духовых оркестров в Международном детском центре «Артек». Я работаю уже 25 лет, нам 25 лет, и вот с первого дня школы мы создали коллектив чудесный. За мной сидит оркестр, который уже 4-е поколение у меня через мои руки проходит. В высшей школе музыки каждый ученик индивидуален, но всех их объединяет одно – любовь к музыке. Это что-то, часть меня, потому что я могу высказать им все свои эмоции, я расслабляюсь. Мне нравится, и когда у тебя самого получается играть красивую музыку, так почему бы не наслаждаться ей? Без музыки ты можешь максимум прожить дня 3, и все равно уже скучаешь по своему инструменту. 25 лет – это определенный рубеж, это педагогический опыт и успехи учеников. После празднования юбилея в Якутске также состоятся Дни высшей школы музыки и в столице страны. Пройдут концерты выпускников, встречи и конкурс молодых исполнителей. Кристина Якупова, Дилустан Иннокентьев, Якутск. По случаю юбилея школы организован торжественный концерт в Государственном театре оперы и балета. Художественные номера подготовили педагоги, учащиеся и выпускники школы, лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов. Сегодня профессиональный праздник сотрудников рекламы. Его начали отмечать с 1994 года. Реклама – это не просто продажа, а целый спектр услуг, начиная от дизайна, заканчивая аналитикой. В нашей телерадиокомпании над этим работает рекламно-продюсерский центр. Какой путь проделывает идея до конечного продукта, расскажет Саргалана Захарова. Реклама – двигатель торговли. Качественная реклама – залог успеха любой деятельности. Анонсировать свой продукт сегодня можно самыми разными способами. От коротких роликов до участия в рейтинговых проектах теле- и радиоэфиров. Рекламно-продюсерский центр НВК «Саха» предлагает весь широкий спектр услуг. А выбрать во всем этом разнообразии подходящий помогут опытные специалисты. Мы рекламируем вас, мы рекламируем вашу компанию, можем сделать любой сюжет, любые услуги по вашему желанию. То есть это получается и гость-студии, и продакт-плейсмент. Во всех наших передачах у нас предусматриваются любые услуги для рекламодателей. Менеджер по рекламе – главный проводник и надежный советчик в выборе подходящего контента. Новостной сюжет для актуальных событий, гости в студии для полного освещения услуги. А можно попробовать себя и в роли соведущего популярной телепередачи. Каждую пятницу Елена Попова из директора языкового центра перевоплощается в гида по разным странам. Ведущего рубрики «Мир без границ» в рамках проекта на телеканале НВК «Саха. Город женщин». Когда работаешь, не все могут узнать, что ты делаешь. А телевидение дает возможность рассказать многим людям, чем ты занимаешься. После таких передач, конечно, приходят обязательно какие-то отзывы, люди записываются. У нас на курсы очень часто быстро записываются. И мне приятно тоже в новой роли себя увидеть в качестве соведущего. Сегодня реклама имеет более широкое понятие, чем просто продажа. Это и аналитика, и работа над конечным результатом. Ведь главное в рекламе – эффект, который она дает. Мы сейчас всячески способствуем каждому заказчику, где ему будет выгоднее разместиться. Мы знаем медиалогию, мы знаем аудиторию, мы отслеживаем весь наш контент, да? Знаем, допустим, аудиторию утреннего эфира, знаем аудиторию дневного эфира и кто смотрит нас вечером.
Работа под ключ, удобство и быстрота исполнения – немаловажные факторы, которые выгодно отличают рекламу на главном канале республики. Нельзя экономить на 3 вещах – рекламе, страховке и охране. Слова самого богатого человека в мире Джона Рокфеллера. А чтобы все-таки сэкономить на рекламе, нужно знать, как именно ее подать. Сарглана Захарова, Григорий Охлопков, Якутск. В Алданском районе увеличилось количество подростков, систематически употребляющих алкоголь. Это следует из отчетов наркологов. Со статистикой, а также с основными факторами и способами борьбы с алкоголизмом ознакомилась Татьяна Вахнина. Если несколько лет назад на учете у нарколога состояли всего 2 подростка, то сегодня врачи ведут работу с 15 несовершеннолетними. Помощь оказывается не только детям. Врачи патронируют семьи в целом. Эти семьи под строгим, конечно, контролем и нашей службы, наркологической службы, службы ПДН, службы опеки. Да. Общая картина по пьянству и алкоголизму по сравнению с предыдущими годами не претерпела радикальных изменений. Больше люди пить не стали. Впрочем, меньше тоже навряд ли. Находится на Д-учете с алкоголизмом 292 человека. С психозами у нас находится 26 человек. На профучете у меня находится тоже 26 человек. В числе факторов, провоцирующих у отдельно взятого индивида очередное возлияние, врачи называют доступность алкоголя. Места знать надо, как говорится, и торговые точки, где можно приобрести спиртное в любое время суток, в определенных кругах хорошо известны. Кроме того, многие ценители предпочитают количество в ущерб качеству. Иными словами, покупают дешевые напитки. В последнее время суррогата очень много стало. У нас сейчас реанимационное отделение заполненное. Койко-мест практически нет, заполнено отравлением этилового спирта. Количество острых психозов резко увеличивается после праздников. Врачи не могут не отметить прямую взаимосвязь между длительными выходными и ухудшением здоровья населения. Впрочем, в будничные периоды тоже не наблюдается нехватки пациентов, как с психоневрологическими расстройствами, так и с терапевтическими заболеваниями и обострениями хронических недугов, вызванными злоупотреблением алкоголя. Обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, отравление этиловым спиртом, от него не застрахован абсолютно любой человек, причем не зависит от того, какие вы напитки употребляете, дешевые или дорогие. Диагноз алкоголизм чаще ставится мужчинам, чем женщинам. Однако у представительниц прекрасного пола болезнь развивается быстрее, и побороть недуг очень сложно. У них отсутствует критика вообще к этому заболеванию, как правило, контингент женщин не работающий. Состоящими на учете пациентами проводится масштабная работа. Алкоголизм, как известно, неисцелим. Единственный путь к трезвой жизни лежит через формирование соответствующей психологической установки, подразумевающей полный отказ от алкоголя. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. По итогам онлайн-голосования участники всероссийского конкурса «Народный участковый» прошли во 2-й этап. Наибольшее число голосов у полицейского из Нерюнгринского района Намика Ахмедова. С тем, кто работает с населением на земле, встретился Сергей Козюра. На часах 7 часов вечера, а рабочий день участкового Намика Ахмедова в самом разгаре. На прием граждан подходят с разными проблемами. Кому-то нужно пожаловаться, кому-то просто отметиться. Дмитрий Заикин вот уже 2-й год является подопечным Ахмедова. Признается, что с участковым ему повезло. Кроме того, что Намик Ахмедович наставляет его на путь истины, он подкупает и как человек. Человек всегда, если надо помочь, помогает, идет навстречу, то есть... как бы, можно сказать, входит в наше положение иногда. Если, например, я не могу прийти на отметку, я ему звоню, он это понимает, что я на работе, там, отмечает или говорит, придешь попозже. Ну, так, как бы, хороший человек. Намик Ахмедович выслушивает всех, посоветует, приободрит, ведь иной раз, как он сам признается, люди приходят просто поговорить. Возможно, именно за человечность на предварительном отборочном конкурсе «Народный участковый» капитан Ахмедов занял 1-е место. Нужно заметить, участников Нерюнгринского района всего было 44, а в онлайн-голосовании во 2-м туре за него проголосовало большинство. Приятно было, естественно. Это нам дает то, что мы чувствуем, то есть свою работу, отдачу, то есть может, какие-то недочеты есть, да, может, естественно, да, то есть стараемся работать для населения, для граждан. Теперь народному участковому предстоит пройти 3-й тур. Фельдшер по 1-му образованию Намик Ахмедович всегда мечтал работать в органах. После окончания Академии права в Москве осуществил свою давнюю мечту и поступил работать в полицию. А участковым стал трудиться 5 лет назад. Работа мне очень нравится, потому что это дает очень много практических навыков, практической работы. И когда ты помогаешь людям, это чувствуешь, что
Я лично, когда кому-то помогаю, да, мне уже легче спится. Самое главное в работе участкового, считает Ахмедов, это профилактика правонарушений. Поэтому постоянное общение с жителями своего участка, наставление, проверка подопечного контингента – неотъемлемая часть работы. Здравствуйте, участковый ваш. Хорошо. Как у вас дела? Все нормально? Да. Хотел уточнить, по соседям жалобы есть, нет? Я имею в виду вот внизу. Вроде тихо сейчас. Первая квартира. Нормально? Ко мне какие-то вопросы, жалобы? Да нет. Ясно. Спасибо. Не за что. Всего доброго. Работа допоздна, без выходных и праздников. Сказать, что работа участкового непростая, значит не сказать ничего. Отработав с ним только несколько часов, понимаешь, что работать здесь могут лишь люди, которые очень сильно любят свою профессию. Лучший участковый Якутии примет участие в финале всероссийского конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Ял Амосов, Нерюнгри. И возвращаясь к теме поиска пропавших в Анабарском Улусе. Сестрой Кэрри Ченны, которая сейчас переживает в Якутске за свою сестру и отца, буквально недавно разговаривал Айсен Николаев. Рассказала о принимаемых мерах. Напомню, сейчас 8 буранов и 1 вездеход ищут пропавших в Анабарском Улусе. В субботу вертолет прочесал всю территорию, но авиаразведки результатов не дали. Завтра также на место вылетит вертолет компании «Алмазы Анабара». Как сообщил генеральный директор Павел Маринычев, 20 октября вертолет авиакомпании «Алроса», привлекаемый для нужд компании «Алмазы Анабара», вылетал и вел поиски потерявшихся людей. С просьбой привлечь вертолет к поискам в компанию обратилась администрация Анабарского района. К сожалению, поиски не увенчались успехом. В данное время Павел Маринычев находится в Саскалахе. Сегодня вечером мы должны были улететь в Юрюн-Хаю, но мы специально перенесли вылет на утро, чтобы вертолет летел для поиска людей в светлое время суток. Будем вести поиск с неба, добавил руководитель предприятия. Кроме этого, в готовность постановления вертолет компании «Алроса». Якутия-24 продолжает следить за развитием событий. Ну и мы получаем еще одну срочную новость. Только что стало известно, что глава республики Айсен Николаев своими указами назначил министром здравоохранения Елену Борисову, министром строительства Павла Аргунова и министром по физической культуре и спорту Иннокентия Григорьева. На этом наш выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами и удачи вам.